Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно мы всегда так говорим, мы находимся в гастростудии уютной ресторана «Мусхая». В гостях у нашего друга Семена. Семен Тарбахов, приветствую. И сегодня у нас главный врач Якутской глазной больницы, которая называется офтальмологическая клиническая больница, Иван Луцкан. Ваня, приветствую. Привет, Петя. Здравствуй. Привет, Семен. Да. Традиционный вопрос. Ну, что далеко ходить? С чем ты к нам сегодня пришел? Что ты будешь сегодня готовить? На самом деле будем готовить такое блюдо, которое называется, наверное, сборная солянка, потому что мне его рецепт подсказывали представители разных национальностей. Дети разных народов. Да, дети разных, ну, суп дружбы, назовем суп дружбы народов, потому что я каждый раз привносил в него что-то новое, что-то свое. Значит, это будет овощной суп, но, тем не менее, он будет сделан на говяжьем бульоне. Так. С добавлением, значит, огурцов, помидор. И, значит, вот у меня там соль специальная, адыгейская. Так, я вижу. Да, которую... Ну, подготовился ты основательно. Да, молодец. подготовился основательно. Даже яички вот местные, которые здесь у нас в домашних условиях выращивают. Так, ну я вижу, да, маркировки нету? Маркировки нет. Да. Так что это все домашнее. И давай приступим тогда, Петь. Давай, приступим, потому что все-таки бульон и все такое готовится не быстро. Да. Передача у нас, сам как человек, который знает, что такое телевизионный хронометраж, кухня. да, Да, что у нас хронометраж и время, все что такое, у нас... да. Нам нужно успеть. Да, давай набираем воду. Набираем воду. Вода вот на здесь. Еще и специальная, да? Да, специальная вода, да. Ну, мы же находимся в Мусхая. Вот это. Должно хватить. Да. Вот оно мясо. И тоже местное, кстати. Тоже местное мясо. Да. В мясном дворе купленное. Но маркировка была местная. Так, целиком? Или порежет чуть-чуть. Ну давайте, да, для того, чтобы быстрее варилось, Да. да, можно, в принципе, порезать. Чуть-чуть убрать эту. Да, специалист сейчас Семен покажет, как правильно с мясом разделаться. Я обычно это делаю все на замороженных. Удобней. Раз. И раз, её и все. снял, да, все. Традиционный вопрос, который я должен задать и задаю всегда своим гостям. Расскажи немножко о себе. Мы-то с тобой знакомы давно, да. Я знаю, чем ты только не занимался. Вот. И как, собственно, звучит. Да, как ты дошел до такой жизни, да, вот. Да. Нет, ну да, самого простого, да, родился, женился, родился я в Якутске. Да. В какой садик ходил? На садик у меня несколько было садиков, да, его менял время от времени, потому что садиком не задавалось. было несколько. Да, я помню, я приходил в садик, рыдал, я не хотел ходить в садик, было такое. Вот. А потом, значит, у меня был период, когда я жил в Адыгее, в республике, у бабушки. Ну, это был Собственно, совсем... и соль, по-моему. Почему, да, почему и соль, да, связана. Вожу оттуда специально, когда езжу туда в гости. Школу я окончил 8-ю, гимназию в городе Якутске, вот, которая, да, на проспекте Ленина находится, старое здание, вокруг сейчас много споров. Сейчас первая школа там располагается. Да-да-да. Вот, а потом наша школа переехала в классическую гимназию, стала называться, и здание новое им построено. Но уже к тому моменту я закончил. И поступил в наш Якутский госуниверситет, окончил медицинский институт. Да, подожди, вот тут выбор профессии всегда, вот мы задаем вопрос насчет касаемо профориентации, да. Ты всегда хотел стать врачом? Это вот многие вопросы задают. Ваня, ты там, с чего у тебя это все появилось? Знаешь, я когда пытался анализировать, думать, ну с чего бы вот врачебная деятельность, наверное, все-таки повлияла бабушка. Почему? Потому что она болела, достаточно серьезная, и всегда была гипертония, и, значит, она перенесла несколько инсультов, и выпала такая доля мне, что я за ней ухаживал. И, наверное, вот это повлияло на выбор профессии, потому что я там в 6 лет уже научился проводить тонометрию, знал уже перечень лекарственных препаратов, которые она принимает, и поэтому мог в любой момент ей там что-то подать, там и таблетку отломить. Вот эти моменты, наверное, сыграли решающую роль. Да, ну, то есть как бы ухаживать за человеком, да, и все такое. Ну, да, это... Ух ты. Я хочу его на сухой сковородке поджарить. Ага, только нам этого не надо. Нет, ну, придаст лучший вкус бульона. Ну если так, хорошо, да. Вот я, допустим, вот это вообще не ем. Но мы это уберем. Хорошо. Тогда не будем это класть, да? Не-не.
Мы уберем его. Просто я обычно, вот у нас с женой всегда споры. Ага. Да, вот она-то лук ест, а я лук вообще не ем. Она говорит, ну как вот будем, да, там надо же добавлять. Я говорю, ну ты вот луковицу большую возьми, там кинь ее, чтобы потом я ее оттуда выловил. Или, допустим, мы берем на блендере и ее перемалываем. Ну тогда я могу. Вот, а так у меня с детства к луку зеленый могу, а вот этот, такое у меня к нему отношение. Так, ну стал ты врачом, ну то есть учился на Да, медицине. значит, но этому тоже предшествовало обучение в Малой медицинской академии в течение 2 лет, то есть 10-11 класс, это дополнительные курсы профессиональной школе подготовки, еще. еще в школе. То есть я уже себя заранее готовил к этой специальности. Знаешь, вот, считали, сколько лет я отдал обучению медицине. 2 года в Малой медицинской академии, 6 лет в самом мединституте, 2 года ординатуры, 3 года аспирантуры. Да, вот посчитай уже сколько, да, там больше 10 лет. А потом я после аспирантуры защитил диссертацию, как раз по специальности организации здравоохранения. Как ты сказал, ты кандидат медицинских наук. Да. Доцент. И доцентом я уже стал чуть позже. Там у нас же делится, что такое ученая степень, когда диссертацию защищаешь. Да. Доцент — это когда у тебя есть набор научных публикаций, Да, когда да. ты ведешь преподавательскую деятельность по той специальности, и у тебя вот эти наработки позволяют тебе получить вот это звание. То есть у меня не должность, а официально утвержденное в ваковском звании. Я куда бы ни поеду, я везде буду уже доцентом. Да. Почти как кличка. Да. Вот. Доцент. И преподавательскую деятельность я сразу после института начал в 2007 году. Ну и вот уже, получается, 15 лет как преподаю в мединституте. По совместительству работаю сейчас с ординаторами, с магистрантами. Мне это очень интересно. Это даже как, можно даже отчасти назвать хобби. Потому что всего там 0,25 ставки, но у тебя есть возможность общаться со студентами, получать от них какую-то информацию, дышать тем, чем они дышат. Потому что поколение очень сильно меняется. Называется быть в полях прямо, да? Да. Да. То есть, и от них получаешь очень много, и, во-первых, заряда позитива, энергии, а во-вторых, ты от них получаешь и дополнительные знания, потому что они задают те вопросы, на которые иногда у тебя нет ответов. Ты начинаешь копаться, начинаешь вместе с ними находить эти ответы, и тем самым ты обогащаешь свои знания в том числе, и растешь вместе с ними. И это, на самом деле, здорово помогает в жизни. Слушай, ну ты занимался и телеком, и политикой, И заметь, я еще все этим занимаюсь. и еще и продолжаешь заниматься, да? А где тебе больше всего комфортнее? Вот такой вопрос весьма интересный. Почему? Потому что комфортно везде там, где ты сможешь приносить пользу. Это ты для себя уяснил? Это я для себя Это уяснил. был выбор твой, принципиальный такой, да, в жизни? Это я для себя уяснил, потому что мне очень от этого комфортно, когда ты получаешь удовольствие от общения с людьми, когда ты понимаешь, что ты нужен, когда ты приносишь какую-то пользу людям. Ведь смотри, где бы я там ни работал, ну, в медицине, да, но это прямая польза людям, да, ты помогаешь сохранять здоровье, где-то помогаешь организовать процесс так, чтобы спасти жизнь человеку, а жизнь человека это бесценно. Если даже работаешь в политике, ты отстаиваешь интересы тех людей, которые тебе доверили представлять интересы на политическом пространстве. Я же вот уже 3-й срок депутат в городском округе Жатай. И четко мне мои избиратели дают наказы, какие вопросы необходимо, значит, отстаивать. Так, Что потеряли? что потеряли? Все лежали здесь. Шипсы Вон они. лежали. А, вот все. Ага. Пока солить не надо. Да, я солить будет да, в солить. самом конце. Вот. И дальше телевидение. Да? Вот Да. сейчас проект, да, который самый последний, «Мой доктор». Мы же там рассказываем о различных заболеваниях, и все вопросы, которые формируются для программы, они формируются на основании запросов людей в социальных сетях. Значит, Ну, где-то то я есть сам именно мониторю. злободневное, то, что вот сейчас именно надо. Да, то, что вот беспокоит людей. Беспокоит там вопросы глазных, да, болезней. Ну, что мне сейчас Что ты болезнь. сейчас непосредственно занимаешься? Да, ну вот мы сейчас... дойдем до этого, сейчас прошу еще. Да, значит, потом рассказывали про ковид, когда это прямо было вот очень интересно. Рассказывали там про психические заболевания, про профилактику заболеваний, про кардио, неврологию, реабилитацию. То есть вот то, что злободневное, то, что людей волнует, мы вылавливаем это и пытаемся донести эту информацию. То есть вот это тоже помощь. И это все взаимосвязано с собой и никак не мешает человеку заниматься То есть, своим получается, любимым делом. это все, чем занимаешься, ну, в твой жизненный уклад вот так строго Абсолютно. ложится. Да, я не могу сидеть на одном месте. Ну вот я такой человек, не там, усидчивый с точки зрения того, что вот сел на одно место, да, и больше, То есть, пусть меня никто не трогает. Скажем так, ты ярый экстраверт, холерик. Ну, можно так сказать? Не Сангвиник. холерик, может быть, да, вот сангвиник ближе Ага. все-таки, да. Холерик, думаю, нет. Когда тесты проходил, там холеричного было все-таки меньше. Слушай, ну вот насчет то, что ты сказал злободневно, да, ну что у нас сейчас злободневно? Ну,
что греха таить, это непонятная болезнь, называется, которая ковид, коронавирус, да. Уже второй год, мы уже третий год уже практически уже, да, мы с этой болезнью живем, и было очень много непонятного, менялись протоколы, я вот совсем недавно услышал, что то ли 30 там что-то протоколов поменялось, да? 15-я версия сейчас, но внутри были еще дополнительные Да, там, версии внутри подвиды, 9.1, да, там, как да. лечить, как все прочее, да. Ну, ты был вообще на самой передовой, да? Что ты думаешь вообще про эту болезнь? Это что такое вообще? Как профессионала или как человека? Ну, то есть, Я бы сказал, это еще та зараза, ага. да, потому что мутировать страшно. Ей буквально нужен небольшой период времени, чтобы появились те мутации, которые вызывают совершенно иную симптоматику, совершенно она к другим органам начинает пристраивать свои белки, и, соответственно, и поражение систем организма происходит на другом уровне. И порой иногда даже распознать ее становится сложнее, только лабораторным методом приходится выявлять, есть ли у человека ковид или нет. И то, с чем нам пришлось столкнуться, ведь если взять историю эпидемиологической науки, да, вот те эпидемии, которые были, в любом случае на какой-то век приходились они. Да. Да, и ведь на самом деле и методы борьбы с ней, они были везде схожие. Пришлось очень столкнуться, вот каждая волна, она была своя, Да. со своей изюминкой. Первая волна — это была неизвестность, это было непонимание, это было дикое опасение со стороны людей, с чем мы сталкиваемся, потому что вот мы же стационар свой открывали впервые в республике на базе общежития. Значит, к нам тогда, почему открыли-то стационар? Потому что была вспышка в университете. Заболели студенты Да. иностранцы, вот здесь вот как раз, Да. рядышком. И большинство из них на русском не разговаривало. Я ходил с ними, изъяснялся на английском языке, будь то там студент с Эфиопии, там, с Египта, со стран французы были, я помню, англичане и так далее. И было достаточно тяжело, но тем не менее мы общий язык нашли. Был проректор университета Владлен Кугунуров, через которого мы тоже держали контакт, который доводил информацию до них. И вот мы всех этих студентов выписали в добром здравии, слава богу, ни одного не ухудшилось состояние, все прошло как надо. Но там были и слезы, и истерики, каждого подходили, успокаивали, объясняли, они паниковали. И это было очень стрессово, в том числе и для меня, потому что в первые дни пандемии люди боялись идти туда работать, независимо от тех выплат, которые есть. Даже врачи. Даже врачи. У меня всего на тот момент было 3 врача вместе Ну, со это мной. практически как война, короче, да. 2 санитара на 7-этажное здание и 3 медсестры. И в тот момент, когда не хватало санитаров, я сам пошел мыть полы, чтобы замерить, сколько времени надо для того, чтобы весь этаж по нескольку раз перемыть, и чтобы понять, сколько мне персонала нужно и кого надо было уговаривать. Потом мы дали, я помню, объявление, там, что зарплата больше 100 тысяч. Люди пошли, даже не понимая, куда они идут. То есть вот, ой, а здесь, оказывается, ковид, разворачивались, уходили. То есть и такие тоже Красная моменты. зона, и все, я не буду. Все, я не буду, я боюсь. Потом постепенно мы все-таки персонал набрали, но началась ситуация, когда люди стали бояться. Нас обходили губины со стороны. Просто там за километр видели, что у нас где-то там мусор не так лежит. Тут же звонили в Роспотребнадзор, поднимали шумиху. Потом были же пациенты, которые в следственном изоляторе заболевали. Их к нам переводили. Мы обеспечивали круглосуточную охрану. Но мы с полицией Да. это отрабатывали. Мы изолировали этих людей. Дальше психоневрологический диспансер, когда там люди заразились, тоже к нам перевели. Это тоже интересный опыт работы был. Приходилось снимать там с окон все ручки, все двери снимать полностью. Мы переоборудовали капитально это общежитие. Ну, Потом, короче, чтобы- каждый раз новые вводные данные. Это менялось все. Вот люди не понимают же, тогда же меня многие критиковали, а за что там тебе вообще награду-то дали? Просто я никогда не рассказывал, и, наверное, опять ты первый, кому я рассказываю, как это все реально происходило. Это было в режиме нон-стоп, мы почти не спали, 24 часа в сутки. У меня был телефон, со скорой звонили с поликлиник, писали все данные пациента, кого куда. То есть вся эта маршрутизация замыкалась только на нашем в тот момент отделении. Это было интересно, это было в то же самое время ново, и это было очень ответственно, потому что ты принимал решение о судьбе человека.
И еще раз повторюсь, о его здоровье и жизни. И это бесценно для любой работы, когда ты пытаешься сохранить человеку здоровье и жизнь. Самое главное, у нас в стационаре не умер ни один человек, когда я не работал там заведующим. А прошло на тот момент, когда я уходил в офтальмологию, 1045 человек. Эти люди до сих пор, когда мы их встречаем, они мне благодарны. Вот недавно я в хозмаркете на кассу подошел, там, покупаю, говорит: ой, Иван, здравствуйте, вы меня не помните, я же вот у вас лежала, вы тогда пошли мне навстречу, все, вот сейчас у меня все хорошо. То есть люди видят, благодарят, это самое главное. А то, что там пишут, Ну, пусть как говорится, пишут. да, Это от незнания. мне немного, да. Это от незнания. Слушай, а что насчет официальной статистики? Да, насколько, как ты считаешь, данные официальной статистики разнятся, то есть с тем положением вещей, которые вроде как бы сейчас есть? Давай начнем с того, что были разные методики подсчета. Да? Вот официальная статистика на тот момент базировалась на основании данных ПЦР-исследований. Только. То есть не учитывались ПЦР — это которые из носа, в нос и в это, да. ЗЕВ, да. И, значит, результаты делались лабораторно, там в течение 4 часов обычно проводится. Это исследование достаточно такое долгое с точки зрения анализирования. И с учетом того объема пациентов, которым делалось это тестирование, лаборатории были загружены колоссально. И вот тогда цифры базировались на основании только этих данных. Их озвучивали. Но кроме этого, поликлиники вели свой учет. Пациентов, у которых есть симптомы, но нет результата анализа, он отрицательный. А пациенты, которые, допустим, не обращаются, но у них есть симптоматика. Да, как я, например. Я вроде как 3 раза, у меня потом антитела обнаружились. Да, я не сдал в свое время. И все. Значит, соответственно, в статистику тоже не попал. Не попал. Поэтому нужно понимать, что статистика, она давала реальные цифры по той методике подсчета, которая существовала на тот момент. Но, тем не менее, положение дел она до конца не отражала, потому что были вот те люди, кто не обращался, у кого был ложно-отрицательный результат, такое тоже бывает. Люди распространяли. Да, они распространяли. Почему? Вот многие... Я вообще к тестированию относился все-таки с определенным долем скепсиса. Хоть и говорят все, что тестирование — это самый лучший способ определить. Да, если возбудитель вовремя можно было поймать. Но бывает ситуация, когда это инкубационный период, симптоматика пошла, но возбудителя концентрация еще низкая, и результат даст отрицательный результат. Это первое. Второй вариант, когда возбудитель ушел уже ниже, и он не выделяется на уровне носоглотки, но тем не менее человек болеет, у него тоже будет отрицательный результат. А он-то счастливый, такой: все, я не болен, я пошел побежал. завтра на шутки. Да, с друзьями. И у нас были такие коллективные. Я же когда с людьми разговаривал в отделении, спрашиваю: что как? Корпоративные посиделки. У нас участились тогда всплеск, рост. По датам рождения мы смотрели: там в мае день рождения у человека, он к нам попал там через неделю. Все понятно. Спрашиваю: что собирал? Собирал. Отправлял днюху, 10 человек собрались, 9 заболели. И так все пошло. Вот эти моменты статистика, к сожалению, не могла отразить в любом случае. Поэтому надо было понимать, что если идет рост, да даже если было 50, стало 60, рост уже все равно идет. И эти 10 человек, они еще прибавят к количеству зараженных еще, может быть, 100, 200, которые, может, там бессимптомно будут протекать. Да, принцип цепной реакции, да. Тут как бы... Поэтому обвинять кого-то там в ложных цифрах, да, это тоже неправильно. Цифры давали-то реальные. Но если были и другая оборотная сторона этой медали, который я уже сказал. Поэтому количество заболевших я так, навскидку могу предположить. Человек там 200, может, 1300 наверняка переболело в Якутии. Какие варианты развития событий, да. Так, а между тем, за нашими разговорами, все-таки Семен у нас уже бульон доваривает, по-моему. Почти, да. Сколько у нас еще времени остается? У меня уже, получается, навар уловит, как говорится. Но там еще минут 5-7 там будет. Да? Да, можно начать, допустим, огурцы нарезать. А я вот хотел спросить, наконец-то вы договорили. Спроси. Вы договорили, я хотел спросить, как выглядит твой рацион? Рацион? Я не отношусь, наверное, к тем людям, которые правильно питаются.
потому что вот, к сожалению, тот Еще раз, образ- правильно питаются? Да. Да ладно. Ну, по тебе не скажешь, ну, ты как бы стройный и все прочее. Но, тем не менее, я Повезло просто, допускаю, да, погрешности в еде. Иногда там могу и вечером поесть, да, и там, там где-то вовремя не позавтракать, не пообедать. Вот. Ну, это больше из-за темпа жизни, я сам себя за это всегда виню. Потому что все-таки надо собраться и питаться правильно, дробно, потому что, во-первых, это помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при гастритах, при язвенной болезни, там, при эрозиях. Очень хорошо, когда питаешься понемногу, дробно, ну хотя бы там 4-5 раза в день. Значит, и тогда у тебя желудок Часто, но постоянно мало. работает. Часто, но мало, да. Это советы, которые дают и диетологи, и гастроэнтерологи. Так, Вот, ага. это первое. А второе, значит, что я люблю поесть. Вот сегодня с утра я ел карасей. Я очень люблю карасей жареных. Значит, я их Именно готовлю. жареные, не фаршированные. Нет, не фаршированные. У Именно меня жареные. есть одна такая-то любовь к молоке, которая есть Да, вот, да. в карасе. И поэтому я желчь даже не вытаскиваю. Вот так вот целиком в духовочку, значит, на фольге, и она там запекается. Значит, вот очень люблю вот это дело. Значит, иногда простые могу еду покушать, там, ну, гречку там, с сосисочкой, да. Вот бульончик такой раз отварил туда, просто картошечки кинул, значит, и как супчик поел. Тоже очень хорошая еда. Значит, что еще есть такого? Пельмешки могу тоже это навернуть. А если любимое блюдо вкусненькие. Именно наверху, да, как говорится. Индигирка. А? Вот индигирку обожаю. Индигирка? Обожаю. У меня дома специально в коробочке лежит уже нарезанная, и в любой момент я могу ее достать. Перекус. Перекус, да, там перчик, соль, маслица закусочка. и все. Но без лука. Но без лука. А, Да, без лука. А зеленый добавляешь? Зеленый могу добавить. Вот да. именно вот. Вот так вот мой рацион и А выглядит. вот на праздничные столы, например, что ты любишь? Ну, или сам приготовить, или чтобы именно... ты же, кстати, да, упомянул, что ты любишь готовить. Ну, то есть времени мало, но можешь. И любишь Да. иногда. Если попадется момент, Тем более ты вот смотри, уже свой собственный рецепт там, да, выработал. Да, вот это же все в процессе этого происходит. Вот в свое время мама готовила, она его называла еврейский салат. И не знаю, такой ли он по происхождению или нет, потому что кто-то его называет сырным, кто-то его еще как-то называет. А смысл его заключается в чем? На терочке, значит, яйцо отварное натирается на мелкой, вот в такую труху. Значит, потом плавленый сыр, вот как дружба, также натирается там волна. Значит, потом добавляется чеснок, выдавливается, майонез, все это смешивается и получается очень Это как такой... кашица такая получается. Кашица, да, вот такой салат, как кашица. Очень вкусно, там, на хлеб его, допустим, раз Ну на да, ман. можно вот так. Вообще, у меня сын его очень любит, я его люблю. Я его очень быстро всегда готовлю. Крабовый салат готовлю, оливье готовлю. Сыну очень нравится. Значит, когда вот эти вещи там, я начинаю. Суп иногда готовлю из... У меня жена его любила, когда я там, по студенчеству к ней ездил, я всегда его готовил ей. А там пока учится, я успевал ей приготовить. Это супчик на курином бульоне, значит, картошечка, там, чесночок, значит, чуть-чуть иногда добавляю крупы, там, или гречку, или, значит, Для объема. пшеночку, да, чуть для объема, и, ну, зелени. Вот всегда на ура проходил. Вот такие эксперименты иногда происходят на кухне. Очень это дело нравится. Так, это у нас можно здесь. Слушай, а ты все это в суп, да, бахнешь? Просто бахнем в суп, да. Посолим, бахнем, там, И проварится. помидоры чуть-чуть. еще собираешься? Да, и помидоры, можешь давать. Ну, давай помидоры дам тебе. Пожалуйста. Это твой. Все, кстати, местное, да. Саюри. Саюри, да. Красавец. Все, так что мы тут это... Слушай, а ты по поводу рыбалки и охоты, ты сказал, что Да, ты рыбак. я рыбак. Я очень люблю рыбачить, я жду лета, потому что я люблю на горные речки ходить, значит, по возможности, чтобы там за линком, за каким-нибудь хорошим. Вот. Где я уже успел побывать? Ну, понятно, там Ботума — это как наша уже домашняя речка, да, куда чаще всего удается съездить, потому что рядом. А так,
на Белянке, на Тумаре, на Келе. Я стараюсь каждый год какие-то новые для себя речки открывать. Маршрут новый, да? Да. Значит, на Синий, вот то, что рядом, на Индигирке, в Моме удалось побывать, порыбачить. Там есть речка Ерикит, чистая очень, и вот там вот удалось поймать такого большого хариуса. Хариуса? Да. Сколько? Под 2, наверное, был? Ну, где-то около того, да. И линка такого достаточно крупного, который прямо такой трофейный. Там мы его вкусненько сделали. 5-минуточку из него. Таймень ловил? Тайменя, к сожалению, небольшого, но ловил. У меня в 2020 году, я помню, одного я упустил. Где-то такого, наверное, таймешонка. Обидно, уже вот прямо в лодку вытаскивал. Вот. А в 21-м я нагнал это и добил. Добыл. Добыл этот вопрос и для себя закрыл. Ну, таймешонка поймал. Конечно, до трофейных, значит, все у меня еще впереди, я думаю. И трофейных когда-нибудь поймаю. А так я очень люблю природу Якутии. Мне очень нравится бывать в разных местах, открывать для себя эти новые места. Я наслаждаюсь природой, я на ней восстанавливаюсь. Когда вот чистый воздух, реки, леса, да, там вот сейчас весна будет, эти наши поля там с цветами. Ну, такие бескрайние просторы, где только и наслаждайся. А я, когда работал еще, помню, министром и в правительстве, удавалось посещать даже очень отдаленные уголки нашей республики, видеть, как там люди живут, чем дышат, какие у них заботы. И, конечно, мышление тогда меняется, потому что ты понимаешь, что, знаешь, там все переживают из-за Инстаграма. Вот северный человек, ему там на севере Он даже не знает, глубоко по барабану, что этот Инстаграм закрыт. Он там рыбалкой занимается, он добывает там пищу себе, охотится. И наслаждается, и живет полной жизнью, читает книги. То есть вот, совершенно иной склад жизни у людей там на севере, например. И это интересно. Это очень по-другому позволяет оценить вообще жизнь у нас в Якутии. Еще один вопрос тогда. Слушай, очень много сейчас речи идет о том, чтобы развивать и внутренний, и внешний туризм Якутии. Да? Ну, не секрет, что у нас есть такие природные ресурсы, которые, многим хотелось бы показать, да? Какие сложности? Почему у нас Слушай, это да, не наши получается? отношения порой влияет. Так, давай, можем кинуть. Уже кидаете? Да. Так, Ну. это поднимается штука? Можно, да, как-то ее? Вот как будем закидывать? Аккуратненько. Так, помогай когда. И все скопом, да? Все с копом. Сейчас оно начнет вариться. Оп. Ничего. Проблема в нас еще самих. Знаете, вот отношение к туристам, значит, отношение к инфраструктуре, как мы ее сами развиваем. Ну, допустим, да, Булус. Наша визитная карточка определенная. Ну, вот, на прошлых выходных мне удалось там побывать. Ну что, дорога не расчищена, элементарно, да? Вот подъездные пути. Машины не могут разъехаться. Стоят, шлифуют, буксуют. Это уже создается же определенный дискомфорт для людей. А туда сейчас и автобусами приезжают, детишек привозят и так далее. Тропинки где-то не расчищены. Да? Там та же самая, слава богу, там скважину, где водичка течет, ледорубом хоть немножко прорубили, чтобы была возможность хотя бы воды набрать. Да. Смотреть. Потом возможности в плане беседок, да, люди же хотят, может, где-то даже шашлычок, а там их всего по пальцам можно посидеть, пересчитать. чай, термос попить хотя бы. Да, то есть вот такие вещи да, элементарно не развиваются. То есть все вот это встречает и сразу вот такое, как-то вот. Хотя ты прав абсолютно, у нас очень много уникальных и памятников природы, и так исторически интересно сложить культ, быт народа Саха изучить. Просто холод сам по себе. Холод, да, вот сам то, по что себе говорит холод, глава республики у нас, то, что можно холод продавать. Почему бы и нет? Холод. Это просто как, реально как снег продавать, как воздух продавать. У нас и рейсы регулярные, если это не Антарктиду поехать, куда рейсов нет регулярных. У нас к нам летают самолеты, есть возможность посидеть, побывать. В Аймикон попробуй, когда едь-ка. Да, тоже условия. Там вот я был в Тамторе как раз, туда рейсы-то летают всего 2 раза в неделю. Да. Попробуй попади на этот самолет. Так, будь добр на машине. А на машине сколько?
Я тогда Сутки добирался. ехать. Сутки ехать. Да, вот я где-то Почти, с ну. Уснера добирался часов 16, наверное. Да, ну, если с Тамтора, да, ну вот еще добавь, еще там часов 7-8. Ну, вот, да, выйдет где-то до часа 24. Ну, это же тоже не есть правильно. А если организовать вот так вот на хорошей официальной основе, туда рейсы постоянные, кто-то вложился бы, да, попробовал, продавал как бренд на международном уровне продвигать. У нас же Азия все равно заинтересована у нас. Да. У нас и японцы приезжают, и с другой Китайцы стороны. приезжают. Коих множество, ну. Ну, поэтому сольку откроешь. Так. Соль. Я дам тебе Кстати, она стала появляться в наших магазинах. адыгейская. Да. А мне Я нравится вот это- сванская. Потому что я был в Сванетии. Ну, это сванская соль, да. Я просто после сванской соли уже так и говорили. Вот сванскую соль попробуешь, уже больше ничего. Чувствуешь? Да, ну похоже. Специи? Похоже, да, специи. Да. Пользуешься такой? Ну, я ее знаю. Ага. Я ее знаю, сказал Семен. Не Пользовался, пользуюсь. пользовался. Вот, кстати, я ее в индигирку иногда добавляю. Даже Вот есть солю иногда, очень еще. вместо лука. Вместо лука, Лука. да, но с этим, вместо перца иногда. Ага. Раз, вот, очень хорошо. Так, в самом конце, да, ты В самом конце там минут за 3-4-5. Так мы можем мясо Можем уже- посильнее, можем Вот добавить? я уже добавил, Да. сейчас она нагреется. Да. Ну, пусть варится тогда себе спокойно. А мясо, я говорю, можно потом добавлять по вкусу, ну, как хочешь. Раз. Так, и яйцо надо разбить. А вот они готовы Да. лежат. Вот Он я маленький. подготовил. А, вот сюда и взбить, да, немножко? Ну, можно, да, можно еще там чуть-чуть воды еще добавить. Так, ладно. Оба? Оба, хватит. Или обе? Оба яйца, оба. Оба яйца. Так, мусорка под тобой. Всё, Мгм. Кидывай. Да. Хорошо. А мясо я могу сюда сложить, да, пока? Да, просто Я отдельно в тарелочку Полосни. можешь сложить. полосну. Слушай, вот ты же говорил, что вот когда организовывали эту работу ковидного центра, было тяжело с кадрами и все прочее, да, не хватало, ну, то есть и подготовки, люди думали, что вот красные зоны и все такое. Вопрос эмоционального выгорания, который много так говорили. Мне кажется, это очень такой вопрос, как с этим справлялись и... Ну, я тебе уже один секрет раскрыл, да, я лично справляюсь с тем, что на природу выезжаю. Вот самоизоляция. То есть отсюда вытекает вопрос именно как отдыхают врачи, да? Я, допустим, отдыхаю на природе. Вот это для меня самое лучшее, наверное, что можно придумать. Кино могу посмотреть. У меня не так много свободного времени, как многим бы хотелось, да, чтобы жизнь была вдоволь, да, с учетом моей активной общественной загрузки. Все-таки ответственность главного врача, она большая. И с учетом вот всех событий, которые происходят, эти ковидные вещи, да, потом госпитализации, вещи надо принимать решения оперативно, чтобы это никак не отразилось на пациентах. Поэтому, конечно, стрессовая нагрузка высокая. Кто бы там что ни говорил, там говорят, Мне кажется, запредельные просто. главные врачи, там это все, там, они сидят, ничего не кома- делают, и да, командуют, только да, командуют. и На самом кричат деле, только. принимать решения – это всегда ответственность, а ответственность – это всегда большой груз Стресс, для да. любого человека. Это стресс, потому что ты несешь ответственность не сколько за себя, а сколько за всех. Вот, допустим, вот ты готовишь какую-то еду, да, ты ее готовишь, ну, к примеру, для себя, ты приготовил и все. Сел и все, да. и всё, Отравился, и ну, всё. это твоя Отравился, проблема. твоя проблема. А когда, вот, допустим, Семен, да, он готовит для людей. Да, для Да? ресторана. И, соответственно, это бренд Мусхая. Да? Он, если вдруг что-то не понравится клиенту, соответственно, клиент начнет Ну говорить, хорошо, всё, не это понравится. Мусхая. А вдруг отравится, то вообще уже Тогда все вообще край. дело дрянь. И у нас такая же ситуация. Главный врач несет ответственность за весь коллектив, который работает. Если хоть один допускает ошибку, это все отражается в целом на учреждении. И вот этот уровень ответственности, он всегда очень высок и запредельный. Вот этого некоторые не понимают. Вот почему так? Я не могу себе позволить, допустим, там в 9 прийти, в 6 уйти. Да, потому что постоянно какие-то изменения идут, постоянно приходится где-то задерживаться. Не имеешь права И так телефон далее. отключать, как минимум. Телефон я не отключаю, ко мне звонят могут и в час, и в 2, и в 3 ночи. Значит, очень сильное
огорчает, когда начинают звонить просто пьяные люди. Мой телефон достаточно многие знают. Люди не думают, что у меня маленькие дети, что они могут разбудить всю семью. То есть это звонят и в Инстаграм незнакомые, ну, В личку пока он всё-таки. работал в личку, причем вообще не гнушаются, да, там, в Фейсбуке звонки постоянно идут. Ну, я понимаю, когда это в рабочее время происходит, проблем нет. Да, я всегда стараюсь помочь, там, и так далее. Но есть все-таки личные какие-то границы, когда ночью, там, это когда какая-то стрессовая ситуация, и люди звонят. В отпуске я точно так же. Телефон никогда не отключаю, до меня всегда могут дозвониться и так далее. Вот не могу я себе позволить жить как обычный человек в этом плане. Многие этого не понимают, какова роль руководителя. Я не могу собраться там, с друзьями, да, большей частью, потому что все время там, и на семью надо время уделить и так далее. Ну, это большой груз. Вот так Слушай, спасает только природа. Хорошо. Так? Мясо добавим. Ну, можно соль сейчас добавить, а Да. мясо уже, да. Соли Так, и потом мясо. Чуть-чуть ложечка есть? так, чтобы Ложечка потихонечку, есть. Есть. чтобы знать. Я руками отмеряю. Ага. Просто мы... Как ты говорил, делаешь все на глаз. Я все на глаз делаю. Приблизительно знаю, Нужно что чуть-чуть, не буквально чуть пересаливай. больше, потому что если мы мясо добавим, то оно впитает в себя, Да. да, соль. Я вот тоже об этом сейчас подумал. я думаю, достаточно. Можно макнуть ложку, и Мгм. будет само. Можешь тоже передать ложку. Еще ложку. Да. Сейчас Семен будет дегустировать, видимо. Может там на соль. Ну, это мы будем это же потом кушать. Так, мне тоже надо ложку себе найти. И мне ложка все равно сейчас понадобится. потому что Да-да-да, я это буду- не путайте своей ложкой, это моя ложка будет. Хорошо, нет, я по ней буду сейчас сливать яйцо. Все. Это уберем. Вот так хитро, да? Да. Ты специально так делаешь, чтобы не схватилось, да, в одном месте? Да. Ну. Давай я подмешаю, а ты наливай. Я люблю два добавлять, потому что он тогда погуще немножко становится. Да. Можно одно, в принципе, эффект тот же самый будет, но будет более, скажем так, Легкий. легкий, да, совсем. А так вот, как по соли. Нормально? Все, хорошо. Надо продегустировать. Мало ли. Все, можно добавлять мясо. Пожалуйста. И через какое-то время уже практически готово будет, Да, да? в литии Да. всё можно разливать. В лиге уже все, да? Не, ну сейчас вот чуть-чуть сервировать. пусть мясо, да, минут хотя бы 5 проварится. Да, чтобы оно впитало оставшуюся соль. Всё. Вань, совсем недавно у тебя днюха была. Хорошо поздравить. Спасибо большое. Да, и... Праздничный суп. Да, праздничный суп, да, у нас получается практически, да. Слушай, ну ты, скажем так, относительно достаточно молод, да? Кем ты себя видишь? Лет через 10, лет через это? Есть какая-то мечта? Или куда ты идешь вообще? Лет через 20 я себя вижу Лет- пенсионером, да? Лет через 20. Вот, а так я вижу себя. Вот многие думают, самая частая критика в мой адрес – карьерист. Карьерист. Да, но на самом деле, вот где бы я работал на разных Типа должностях. везде просунется, везде он что-то делает. Был министром, потом ушел зав. Отделением, да, Ага. я работал и дворником, я работал и санитаром, я работал таксистом, ведущим. Я помню. Да, то есть Да, я ты, говорю, ты меня подвозил один раз. Да, вот даже такое да, бывает. я помню. Ну вот, то есть я перепробовал все. Ага. И там, где я буду приносить пользу, вот там я и буду работать. Ага. То есть я не ставлю себе каких-то там целей заоблачных и так далее. Я никогда бы не мог подумать, что я буду главным врачом офтальмологической больницы. Вот Ну, даже не предполагал это. Я думал всегда, ну, возможно, в первичном звене буду работать, с учетом того, что я с него начинал, и у меня и 5-я поликлиника была, и Жатай был, потом медцентр города Иркутск. Ну, я думал, ну, наверное, в первичке останусь. И тут просто неожиданный был звонок, помните, 1 июля с предложением «Несите документы, мы рассматриваем вашу кандидатуру на должность главного врача». И Ты подумал, офтальмологическая почему бы и нет? Нет, я сначала встал в позу, я говорю, зачем? Может, даже не так? надо? Да. Ага. Я тогда не был уверен, что у меня получится, потому что это все-таки такая Вроде как весьма бы опыта нету или специализированная больница. Но мне сказали, так, родной, ты организатор здравоохранения, организатор.
Диссертацию защищал по этой специальности. Опыт работы управленческой есть, был Все-таки министром. менеджер самое главное, да, Да. получается. То есть в данном организатор, да. случае нужны именно твои организаторские навыки, потому что там были определенные сложности, связанные вот, с запуском больницы после ковида. Был опыт работы в ковидном отделении. Плюс там механизм выхода на другие территории. И если мне доверили, я должен доверие это оправдать. И мы с командой сейчас в больнице все делаем для того, чтобы реализовать новую концепцию развития офтальмологической службы в республике, новые подходы в работе. И у нас это все получается. Коллеги меня понимают. И мы вместе с ними уверенно идем вперед. И я им в этом плане очень благодарен. Чуть-чуть сбавил огонь. Да, можно. Ну, здорово. Ну, это интересно. А долго думал вообще перед тем, как согласиться? 2 месяца. 2 месяца думал? 1 июля предложение, а назначили только 24 Ну, августа. надо сделать тогда вывод, что если бы ты был карьеристом, ты согласился бы на следующий Да, день. сразу бы, наверное. Да. Ну, конечно, это, хорошая больница, да, там в центре там, города, да. Да, ну и как бы... Да. Нет, я если беру ответственность на себя и на что-то соглашаюсь, то значит я буду отрабатывать там на все 200%. Вот те, кто меня знает, да, тот это прекрасно понимает и в этом уверен всегда. А те, кто вот любит там покомментировать, что-то потрындеть лишнее, ну, сейчас уже критика уменьшилась. Вот уже 2 года почти я отработал, результаты уже работы есть, Да. поэтому уже, я говорю, ситуация поменялась. Ну, В молодцом, лучшую здорово. Меняется. сторону. Да. Хочу пожелать тебе, чтобы поменялось вообще вот так, да, потому что, как говорится, даже Иисус Христос всем сначала не нравился. Ну, что делать, да? Таковы реалии жизни. Тарелка. И на этой оптимистичной ноте Будем есть. Да? будем есть, да, праздничный твой суп, который... Да, хорошо, что у нас программа выходит вечером, да, но у нас все-таки день, практически обед. Ну, для обеда самое то, супчик. А еще и ребятам останется. Нет, Да. ну, а Семен уже все мясо выловил. Ребят, вам ничего не останется. Семен, Ну что ж, молодец. давайте пробовать. Да, твоя ложка, по-моему, вот, ты ее выложил. Да, я ее Да. вижу. Ну давайте, сильно что? не критикуйте. Да, бон аппетит, как говорится. Соли хватает. Коли хватает? Это шутка. Нет, Да. вообще отличный суп. Ой, стоять бы и кушать, да? Ну мы-то сейчас покушаем. Да, мы-то сейчас покушаем. Спокойно мы покушаем, уйдем за кадр, обязательно все это и доедаем. Ребятам остается. Ну что, потихоньку мы заканчиваем эфир. Вань, хочу тебе спасибо сказать, что был гостем сегодня нашей передачи. И традиционно слово гостю. Да, нашим Спасибо. телезрителям, да. Во-первых, какие-то пожелания, и может, Семену, и Фюта, спасибо, что позвали. Да. Да, надеюсь, что кто-то использует этот рецепт в своей повседневной жизни. Потому что он достаточно простой, можно без мяса, просто на бульоне. Ну и этот суп вообще будет там, Ну, за лучше с 15 мясом. минут. Но Да, лучше с готовится. мясом. С мясом лучше, да. Конечно. Для нашего северного жителя без мяса это никуда. Друзья, на эту камеру. могу на это? Да, Спасибо. лучше на то. Да, значит, я хочу самое главное пожелать всем здоровья, потому что здоровье это тот ресурс, который не купишь никогда ни за какие деньги. Поверьте мне, ко мне часто приходят разные люди с просьбой помочь, а иногда мы помочь просто-напросто не можем. Ну, медицина пока еще не дошла до такого уровня, чтобы помогать всем и вся восстанавливать зрение. Поэтому берегите свое здоровье, питайтесь правильно, и думаю, что на каждой улице у нас будет праздник. Всего вам самого доброго и хорошего настроения всегда и везде. Ну что ж, Вань, спасибо тебе еще раз. Да, а я Петр Цепандин, Семен Тарбахов. Программа «Просто вкусно». На этом потихоньку прощаемся. Всего доброго, друзья, бодрого духа. Не болейте, будьте здоровы и счастливы. А мы Продолжаем. мы продолжаем, как обычно. Да, нам нужно это все обязательно Да есть. в порядке доесть. Нет, действительно, очень нужно.